мы разом супраць маразму. Андрей Валерьевич, меня зовут Бекалюк Дмитрий Витальевич, с города Бреста. Я хотел бы задать вам пару вопросов касательно аккумуляторного завода iPower. Да, я естественно, что знаю. Да. Первый вопрос. В средствах массовой информации, в частности портал Тутбай, компания iPower опубликовала свое видение ситуации с экологическими экспертизами. В частности, было заявлено, что сейчас у них есть 2 положительных заключения и 3 отрицательное. В связи с чем была вызвана выдача 3-го заключения отрицательного, и на сегодняшний момент юридическая сила какого из заключений имеет большую силу. То есть, скажем так, 3-е имеет силу на основании, что 1-е и 2-е действуют, либо 3-е дополняет 1-е и 2-е. То есть, поясните, пожалуйста, этот момент. Я поясню момент, что 3-е, оно имеет последнее заключение, но является основополагающим для дальнейших действий. Финально. Понял. Да. Хорошо. А 1-е и 2-е тогда что с ними? Они аннулированы, отозваны. Что с ними произошло в таком случае? Они, любое заключение, его не может быть, 1-е, 2-е, 3-е. Оно, в принципе, фактически последнее одно. То есть на сегодняшний день у них положительного заключения нет. То есть, если я правильно понял, и я буду доносить людям информацию в воскресенье, которые меня спрашивают, что на сегодняшний момент у завода iPower нету положительного заключения. У него есть одно единственное, и оно отрицательное. Я буду правильно доносить официальную точку зрения или нет? Да, но и не может быть нескольких заключений экологической экспертизы, оно одно. Отлично. То есть 1-е, 2-е, 3-е – это порядок их получения. Я вас понял, хорошо. Скажите, пожалуйста, а основанием для отмены 1-го заключения, 2-го перед выдачей 3-го были какие-то аргументы, либо оно само собой так произошло? То есть какая причина была отмены 1-го и 2-го положительного заключения и выдачи 3-го отрицательного? Причиной 1-го, 2-го положительного заключения, там положительно, значит, замечаний не было. Да. Получается, 3-е финальное, насколько я знаю, так. Но официально, наверное, мне тяжело заявить, я его не видел. Там формулировка предоставления недостоверных данных, насколько я понимаю. Предоставление недостоверных данных. Хорошо. Я понимаю, что вы это заключение не писали. Я так понимаю, его писал Рачевский Евгений Александрович в силу своих должностных обязанностей. Но все же у меня будет вопрос. Потому что в средствах массовой информации iPower заявил, что якобы выдано отрицательное заключение, так как не предоставлены все протоколы испытаний. У меня возникла дилемма. Насколько я знаю, экологическая экспертиза рассматривает проект, а не протоколы замеров, выбросов. Либо я неправильно понимаю. То есть, если даже были предоставлены все протоколы замеров, какое отношение это имеет к проекту в целом? Я так понимаю, что проект в целом рассматривается, а не протоколы замеров по выбросам. Да, совершенно верно. То есть экспертизу проходил проект, а не протоколы выбросов. Протоколы выбросов – это результат или процесс ввода объекта в эксплуатацию. Они смотрятся уже на уровне, вы знаете, ввода в эксплуатацию. Протоколы, для экспертизы именно при проведении экологической экспертизы проекта, они не имеют значения. Да, то есть я понимаю. Да, то есть я вот то же самое это понимал. Протоколы смотрелись при том, когда работала комиссия по вводу объекта в эксплуатацию. И, соответственно, на основании этих протоколов 3 раза он не был подписан акт ввода, и, соответственно, комиссия была распущена, потому что завод не выполнил требования, которые были заложены в разрешительных документах. Совершенно верно. Уже проект, они давали чисто голый проект для экспертизы в 3-й раз, и именно проект рассматривал Центр экологических экспертиз. То есть я правильно вашу мысль понял? Правильно? Да. Я понял. Хорошо. Ваше видение, как iPower вообще с точки зрения закона должен исправлять ситуацию. То есть это может быть переработка проекта, это может быть запрос на более большие выбросы в атмосферу и отходов получения. То есть каким образом iPower сейчас в рамках закона должен узаконить то, чтобы получить положительное заключение государственной экологической экспертизы? В первую очередь, переработка проекта, изменение технологий,
Так. на сегодняшний день Ага. для достижения возможных нормируемых выбросов. Ну, то есть ситуация как обрисовывается на сегодняшний день? В любом случае должны заявленные требования по выбросам iPower завода быть достигнуты. Вопрос, как он это будет делать, изменением технологий, проведением дополнительных мероприятий, это уже проблема iPower. Понятно. То есть мы сейчас говорим про знаменитые 3 килограмма воздушный бассейн, правильно? Ой, ну, я в таких деталях, Дмитрий Витальевич, не могу с вами, наверное, компетентно вести беседу именно по 3 килограммам, потому что, ну, честно говоря... Не, я имею в виду, вы сказали заявлен, то есть они заявили 3 килограмма, либо они что-то уже другое заявили, либо вы просто, ну, как бы до конца как бы не владеете ситуацией. Я до конца не владею там в последних их заявлениях, вот, ну, честно говоря. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот они должны переработать техническую проектную документацию. При переработке ее должны будут проводиться повторное общественное обсуждение, либо нет? И при каких условиях они должны проводиться? Общественное обсуждение проводится, если проектная документация при переработке увеличивается воздействие на компоненты окружающей среды. Тогда проводится. Угу, я понял. Хорошо, но я, честно говоря, вот как обыватель, немножко не понимаю, каким образом, когда построен завод, перерабатывать проект, чтобы достигнуть заложенных 3 килограмма. То есть без изменения системы фильтрации, ну, это невозможно сделать. А при том, что завод построен, там, грубо говоря, надо все по-новому перерабатывать, получать заключение и полностью перестраивать завод, ну, по сути дела. Я правильно понимаю? Ну, в части очистки от выбросов. Дмитрий Витальевич, возможно, но в любом случае действия технического характера iPower должны применяться. Я вас понял. То есть в том виде, в котором сейчас завод построен, он функционировать не может. Правильно же? То есть при наличии отрицательного заключения экологической экспертизы, а второе распоряжение губернатора о запрете строительства, так как есть недоработки, то есть, и которые он должен устранить. То есть просто так ничего не делать. По губернатору я точно не знаю, там на каких основаниях и так далее приостановлено, но с точки зрения отсутствия положительного заключения экологической экспертизы, это однозначно. Это однозначно. Хорошо. Да, ну, то есть, чтобы получить положительное заключение экологической экспертизы, они должны вновь обратиться. Заключение экологической экспертизы выдается на проектную документацию, мы с вами знаем прекрасно. Соответственно, с учетом того, что отозвано, должна быть внесена в установленном порядке еще раз. Понятно. Андрей Валерьевич, у меня просьба ответить письменно на один только вопрос. Да, я буду его записывать. Значит, какие конкретно недостоверные данные послужили причиной аннулирования первого и второго положительного заключения и выдачи третьего отрицательного? То есть именно... Тогда, вопрос будет сформулирован так. Причина первая, да? Да. Причины выдачи отрицательного заключения. Это, потому что я, насколько я помню, я не видел, честно говоря, в глаза отрицательное заключение. Насколько я помню, то это была такая причина. То есть мы определяем, пишем вам причины выдачи отрицательного заключения. И, соответственно, заключение одно, оно не может быть первое, второе, третье, четвертое. Так. И если это недостоверные данные, то какие? Правильно? Да, абсолютно верно. Вот. Хорошо, я понял. Все, спасибо за беседу. Всего доброго. Да, всего доброго, Дмитрий Иванович. Мы разом супроть маразму. Мы разом, і ми переможем маразм.